Это говорит о том, что тебя увидели показатель твоего труда. За высокими наградами, подобно этой, более 10 лет кропотливой работы. Беслан Зейтов стоял у истоков поискового движения в Ингушетии. Именно он в 2010 году зарегистрировал поисковый отряд «Малгобек», который уже через 3 года вошел в состав общероссийского движения, что позволило вывести работу на федеральный уровень. В 2007 году была комиссия по представлению Малгобека город воинской славы. И как раз я, будучи директором оздоровительного лагеря, в том числе вошел в эту комиссию. Вот тогда мы искали информацию о боевых действиях, которые проходили непосредственно на Терском хребте в ходе Малгобекской операции. После того, как мы завершили эту работу, у меня зародилась идея, будучи директором лагеря, а почему бы не создать поисковый отряд непосредственно, чтобы как бы приобщиться к той живой истории, да, обороны Малгобека. В 2013 году Зейтов возглавил региональное отделение движения. Под его руководством отряд добился первых значимых открытий. В год 70-летия Победы поисковики обнаружили и помогли увековечить на мемориале «Слава» в Малгобеке имя дагестанца, морского пехотинца Мавлета Атаева. Эта находка стала точкой отсчета для активного взаимодействия с Республикой Дагестан. Они каждый год начали приезжать, к 9 мая они участвовали в шествии Бессмертного полка, они оставались у меня. Я уже в 2016 году, перед отъездом дал слово, что имя его брата будет увековечено там золотыми буквами, значит, здесь, в парке культуры и отдыха, где у нас есть мемориал «Слава». И в 2016 году они приехали, они увидели, они прослезились, конечно. И они года 3 подряд ездили, они даже привозили своих внуков. Благодаря инициативе Беслана Зейтова поисковое движение перешагнуло границы регионов. В 2019 году он помог своим коллегам из Хасавюрта создать первый в Дагестане профессиональный поисковый отряд «Кавказ». С тех пор совместные полевые экспедиции, вахты памяти, масштабные автопробеги и выставки стали доброй традицией. Они ежегодно свой поиск начинают с Ингушетии. Вот, например, у них новые поисковики приходят, молодые, они как на профпригодность, скажем так, привозят сюда в Ингушетию. Во-первых, им близко привезти, во-вторых, они здесь удобно и место проживания, и по расстоянию близко. Они начинают работать с нами, их молодые поисковики, а потом уже на следующий год или через год они выезжают в другие субъекты на поиск. Деятельность отряда под руководством Зейтова не ограничивается поиском солдат на земле. Он инициировал авиационные проекты «Горячее небо Ингушетии» и «Герои неба Кавказа», в ходе которых были обнаружены места падения советских самолетов и установлены памятники летчикам. По журналам безвозвратных потерь, той же 4-й воздушной армии, мы выясняем, что на территории Республики Дагестан сбито 5 советских самолетов. И такая идея зародилась, это уже у Хайбулы Умарова, их руководителя. А почему бы нам не поискать на территории Дагестана, да, место падения самолета? И мы в 2020 году организовали первый поиск на территории Дагестана, и мы нашли место падения самолета. Мы нашли этот самолет, но не самолет, а то, что от него осталось. Мы подняли первый, в принципе, на Северном Кавказе в хорошем состоянии, подняли мотор самолета с пропеллерами, со всеми делами. К 80-летию Великой Победы работа, начатая Бесланом Зейтовым более 10 лет назад, принесла масштабные результаты. Десятки найденных бойцов, установленные имена героев, крепкая дружба между поисковиками разных республик и, самое главное, тысячи молодых людей, прикоснувшихся к истории своей страны. Медаль имени Амитхана Султана – это заслуженное признание человека, который превратил поисковое дело в мощную силу, объединяющую народы и поколения. Зелимхан Кылуев, Адам Гулуев, Сулейман Костоев, Магаз 24.